9 сентября в единый день голосования пройдут выборы главы Ингушетии. Руководителя субъекта, согласно закону, будут выбирать через парламент. Какими должны быть выборы в регионе, прямые или непрямые? В обществе идет немало обсуждений на эту тему. Впрочем, не стоит забывать, что у Ингушетии немалый опыт проведения выборов путем прямого голосования. И какими были последствия, тоже, наверное, многие помнят. Репортаж Индиры Манкиевой. 2 апреля в 2013 году принят федеральный закон, позволяющий парламентам субъектов России выбрать одну из двух форм избрания главы – прямые выборы, или же заменить их процедуру избрания из числа кандидатур, внесенных главой государства. Партии представляют своих кандидатов, а президент отбирает из их числа 3 претендента, а далее уже парламент в ходе тайного голосования должен избрать того, кто станет главой Ингушетии. Следует отметить, что власти республики приняли решение о проведении выборов по парламентской системе только посоветовавшись с народом. Так, 20 апреля того же года в ходе Народного съезда был поднят вопрос о проведении выборов главы через депутатов. Тогда участники съезда аргументировали целесообразность отмены прямых выборов, учитывая специфику общественно-политической ситуации в регионе на тот момент. 99-й и 2000-й я приводил примеры. И 2002 год. Мы знаем, какие страсти кипели у нас в республике. И люди говорили: да ладно, давайте отойдем от этих выборов. Даже если прямые выборы сегодня у нас пройдут, а готовы ли мы их признать сегодня? Решение о проведении выборов в субъектах России по парламентской системе позволило в некоторых субъектах СКФО избежать раскола среди населения. Общественные деятели отмечают, народ Ингушетии хорошо помнит, как проходили у нас прямые выборы и к чему в конечном итоге это привело. И входить в одну и ту же реку дважды, по их мнению, нам лучше не стоит. Наши избирались, наши руководители ранее. Что здесь происходило? Когда в одной семье враждовали между собой близкие люди, когда шел сплошной подкуп избирателей, когда мнение электората вообще не учитывался. И сегодня возвращаться к тому, что прошло, и входить в одну и ту же реку дважды, просто бессмысленно. Поэтому мне кажется, и экономически, и политически, и, так скажем, для сохранения стабильности очень правильное решение, мудрое решение. Как отмечает главный редактор старейшей газеты Республики Сердало Якуб Потеев, у республики немалый опыт, и многим сегодня просто нужно оглянуться назад, чтобы вспомнить. Выборы прямые только усугубит этот раскол. Это мое твердое убеждение. Можно об этом долго говорить, можно привести примеры, факты, но это разговор долгий. И мне кажется, что сегодня только дополнительно расколоть общество, потому что, если говорить, положить руку на сердце, пусть каждый признается в этом, насколько он готов голосовать сердцем, а не из каких-то интересов сегодняшнего дня, или каких-то клановых соображений, или же это связано с перспективой лично для себя какую-то получить выгоду. Мне кажется, это важным. Сегодня общество не готово к проведению прямых выборов. К этому нужно готовиться, и начать нужно именно с муниципальных. Такого мнения придерживается спикер регионального парламента. И окончательное возвращение и утверждение на законодательном уровне прямого голосования в Ингушетии, да и в других субъектах СКФО, возможно лишь в случае сохранения стабильности и повышения уровня политической подкованности народа. Давайте все-таки примем участие в выборах муниципального уровня, потом депутатов Народного собрания. К тому времени, может быть, действительно, мы просто покажем, если у нас все это без эксцессов, красиво, демократично, честно выбор проходит, давайте вернемся и к избранию главы субъекта. Никто не возражает. Опыт показывает, что кандидаты, выдвинутые президентом страны, находят поддержку и самого народа. Яркий пример — Юнусбек Евкуров. В 2008 году президент Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности президента Ингушетии, а спустя 5 лет его кандидатура на пост главы была выдвинута и поддержана уже народными избранниками республики. И только благодаря решению доверить выбор главы субъекта парламенту сегодня нам удалось стать одним из стабильных и динамично развивающихся регионов России. В один голос это утверждают все эксперты и политологи. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.